Šodienan visiem šodienan nos prasīsimies, kas ir паган, не проверу, макинтонси прусискан. Добрый день. Сегодня наш вопрос заключается в том, зачем нужно учить прусский язык. Вопросов возникает много, и новые посетители канала видят различный материал, различный контент и задаются вопросом, что вообще происходит и чему вообще посвящен сам канал. Является ли это продвижением прусского языка, рекламой языка или набором информации о нем, и что вообще с этим нужно делать. Я могу ответить на эти вопросы вкратце и более подробно расписать в посте. Самая главная причина изучения языка – это погружение в культуру. Мы говорим о языке, на котором сейчас говорят, о языке народа, у которого есть богатое культурное наследие, есть мифология, есть огромное количество легенд, есть песни, есть танцы, то есть все то, что роднит прусов с другими балтийскими народами, включая даже прусскую языческую традицию, которая тоже в наше время продолжается и возобновляется. Это живая традиция, это не то, что когда-то давно существовало и потом вымерло, это то, что существует здесь и сейчас. Как на территории исторической Пруссии, так и на сопредельных пограничных землях. Это первый момент. Второй момент: изучение любого языка развивает языковые способности в принципе. Это я могу говорить как мультилингвист, который знает и использует одновременно несколько десятков языков. Это не какое-то хвастовство, это просто такой вот научно обоснованный факт. Прусский язык сам по себе, по грамматике, совсем несложный, мало какие языки, проще прусского, возможно, турецкий и эсперанто проще, но эсперанто изучают эсперантисты, турецкий язык изучают те, кто интересуется, соответственно, турецким языком и культурой. Мы не будем сейчас у них отнимать время. Третий вопрос, который часто задают: как выучить прусский язык? Люди сталкиваются с тем, что, во-первых, в интернете мало информации о языке, во-вторых, она разрозненная, а в-третьих, вся эта разрозненная информация не дает объемной картины о языке. Я с этим тоже в свое время сталкивался и разрабатывал свой собственный алгоритм. Как говорится, если нет учебника по языку, надо его написать, правильно? Если нет каких-то пособий, надо их создавать. Все же с чего-то начинают. Самый первый учебник английского языка был написан для того, чтобы преподавать английский язык. То же самое было и с другими языками. Первый учебник русского языка был написан, например, в конце 17 века. Язык до этого существовал, его изучали, просто не было такого понятия, как учебник. Но когда появилась потребность, его написали. Для Петра I, между прочим. То же самое сейчас происходит с прусским языком. Есть огромное количество наработок, огромное количество материалов. И я потратил очень много времени на то, чтобы это все собирать воедино. И теперь я могу говорить о том, что я преподаю язык. Это не какое-то бахвальство, это не хвастовство, это просто необходимость. Для того, чтобы люди изучали язык, нужен преподаватель. Приложений для изучения прусского языка пока что нет. Их, возможно, в каком-то отдаленном будущем получится создать, если появятся, опять же, программисты, которые захотят сотрудничать в этом. Я со своими скромными возможностями не могу обучать десятки или сотни людей. Возможно, десяткам или сотням людей это сейчас и не нужно, или они будут искать другие возможности, или записываться, например, к тем, кто ведет
преподавания онлайн на литовском, на немецком или на английском языке. Насколько я знаю, на русском языке, кроме меня, русский язык никто не преподает. Так что я объявляю набор до конца мая. У меня буквально 4 места, потому что по своим возможностям и временным, и возможностям для качественной подготовки к каждому занятию, для каждого ученика, я понимаю, что больше 4 учеников я взять сейчас не могу. Но если образуется 4 желающих, то я, разумеется, не только обучу их говорить по-прусски и все правильно произносить, потому что фонетика в этом деле прежде всего, но мы разберем всю грамматику, включая и падежи, и глагольные времена, и грамматические особенности, характерные именно для прусского языка, которые я сейчас не буду вдаваться. То есть мы фактически научимся говорить, писать, читать на прусском языке, разбирать и переводить различные тексты, то есть освоим его в том объеме, который нужен для того, чтобы считаться носителем языка. Сколько времени уйдет на изучение языка, это уже вопрос индивидуальный, потому что бывают всякие форс-мажорные обстоятельства. Если я скажу, что язык можно выучить за 3 месяца, это значит, что надо учить его каждый день. 2 занятий в неделю не хватит, потому что нужно будет еще изучать его самостоятельно. Но в теории за 3 месяца русский язык можно освоить. Это вполне себе реальная задача. Так что до конца месяца, если я очень надеюсь, что наберутся желающие, мы уже с начала июня сможем заниматься с разработанными мною пособиями и программой обучения, которая включает в себя 12 больших этапов, фактически 12 уроков. И таким образом мы сможем за лето освоить язык и уже с сентября уже его активно использовать. Это я говорю не потому, что мне, например, нужна команда для перевода книг, потому что с этим я более-менее справляюсь. Скорее нужно показать и себе, и другим, что язык этот можно и нужно изучать, и что этот язык имеет и находит все новые и новые области применения, во-первых. Во-вторых, этот язык очень полезно знать всем, кто интересуется историей, всем, кто интересуется не только европейской историей, но и мировой историей в целом, потому что, как мы видим, прусские корни есть у самых разных известных людей. Это не только Коперник, например, или Кант, или Гофман, такие очевидные вещи. Это и Толкин, и Пушкин, и многие другие люди. Даже некоторые американские ученые имеют прусские корни, как недавно оказалось. И они этими корнями гордятся. Так что вот вам посыл, вот вам мотивация. Буду рад вашим комментариям. И удачной вам недели, удачного вам пути. И обязательно оставляйте обратную связь. Viseimas Ardiev. Всем пока.